Итак, уважаемые, добрый день. В прямом эфире передача «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Екатерина Голикова. Ну а сегодня ведущий у микрофона редактор Юрий Сергеев. Я приветствую всех телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней передаче к году здоровья в Республике Саха-Якутия. Ревматические заболевания. Какое место они занимают в перечне современных страданий человека? Как их выявить и чем лечить? Подробнее об этом сразу после анонса. А в заключительной части нашей программы актуальная тема вашему вниманию. Скоро главный корпус музея имени Ярославского в Якутске закроют на реставрацию, а старейший музей на Дальнем Востоке до и после реконструкции. Итак, вначале о ревматологических заболеваниях. Жить полноценно и счастливо, понятное дело, они не дают. Что это за заболевание в современном понимании? Куда можно обратиться за помощью? Обратиться, конечно, надо. Это прежде всего к специалистам. И у нас сегодня в студии есть такой специалист. Это врач-ревматолог клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Евдокия Николаевна Коротких. Здравствуйте, Евдокия Николаевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели, дорогие телезрители. И я думаю, что напомним нашим уважаемым телезрителям и радиослушателям телефоны прямого эфира 32 2066 и 32 1166. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, которые вас волнуют ежедневно, может, ежечасно, тем, кто страдает этими ревматическими заболеваниями. И я думаю, что Евдокия Николаевна ответит на них очень подробно. Ждем ваших вопросов. Задавайте. Да. Вначале, наверное, мы начнем так, Евдокия Николаевна. Вкратце подведите итоги 2020 года работы и клиники вашей, и вашего отделения терапии. Пожалуйста. Несмотря на все трудности 2020 года, наша клиника продолжала активно работать. И с закрытием стационаров по поводу пандемии коронавирусной инфекции узкие специалисты, и я в том числе, мы усилили амбулаторное звено. И хочу сказать, что это были очень насыщенные, трудные дни. И низкий поклон всем участковым врачам, которые продолжают выявлять и лечить пациентов с первыми признаками коронавирусной инфекции. Этот год также ознаменовался для нашей клиники и большим юбилеем, 40-летним юбилеем. И в рамках национального проекта, в рамках того, что этот год приурочен к году здоровья, наша клиника имеет большие планы. Мы хотим расширять наш коечный фонд, тем самым оказывать хорошую специализированную медицинскую помощь, в том числе по профилю ревматологии, большему количеству пациентов в нашей республике. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы ждем ваши вопросы. И теперь, что из себя представляют ревматические, можно сказать, ревматологические заболевания? Каковы их особенности, в первую очередь? Условно, заболевания ревматические можно поделить на суставные заболевания, такие как ревматоидный артрит, подагрический артрит, и на системные аутоиммунные заболевания, системная красная волчанка, системная склеродермия и васкулиты. Заболевание может поразить все возрастные категории, и мужчин, и женщин. Женщины болеют немного чаще, чем мужчины, где-то процентном соотношении 40/60. Это обуславливается гормональным фоном, но опять-таки это нет достоверных данных по этой причине. Есть такое заблуждение, что ли, наверное, скорее всего, это не так, что ревматологи занимаются только пожилыми людьми. Так ли на самом деле? Заболеванием ревматическим, как я сказала, могут поражаться люди любого возраста. И, к сожалению, у наших пациентов мы встречаем очень молодых, в том числе и дети болеют данными заболеваниями, и потом в дальнейшем переводятся к взрослым врачам, скажем так. То есть заболевание поражает все возраста. Все возраста, да, скажем, да. 32 2066, 32 1166. Напомню, у нас сегодня в студии врач-ревматолог клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Евдокия Николаевна Коротких. Поэтому мы ждем ваши вопросы. Теперь такой вопрос касательно
вот коек, да, в каком году открылись ревматологические койки вот на базе отделения терапии, да, клиники ЯНЦ, комплексных медицинских проблем, и вообще есть ли какое-то современное оборудование, да, вот у вас для исследования вот таких пациентов? Пожалуйста, вам слово. Мы открыли наши койки ревматологические в 2019 году, в конце октября. Вначале это было 8 коек. Сейчас мы обладаем 15 койками и в дальнейшем планируем также расшириться. Конечно, если пациенту необходимо оказать более точную диагностику в верификации диагноза, определение дальнейшей тактики лечения, безусловно, мы проводим дальнейшие исследования КТ, МРТ. При ряде вопросов мы можем направить пациента в федеральные научные центры для уточнения диагноза. Хорошо. Ну, давайте вот пробивайтесь, уважаемые телезрители и радиослушатели, на наш прямой эфир. Уже первый телефонный звонок. Давайте послушаемте. Алло. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Мария. Так. Мне 52 года, и у меня вот правая рука очень плохо, ну, как бы, неподвижная стала. Вот в течение года вообще не могу даже вверх поднять ее. Даже до головы не могу дотянуться. Где бы мне пройти обследование, я с Вилюйска звоню вам. Я бы хотела вот в марте месяце поехать в Якутск на обследование детей. И как пройти, где, как обследоваться. Спасибо большое. Так, еще один телефонный звонок. Давайте примемте, да? Хорошо. Алло. А можно, да? Можно, говорите, пожалуйста. А там же разговаривает уже от нас. Нет, все, да, у вас есть вопрос какой-нибудь? Она разговаривает. Сейчас после нее, наверное, я. Да, вы уже в эфире, пожалуйста, говорите. Будьте так добры. А я хочу вот с самим врачом говорить. Ну, пожалуйста. Я вас слушаю внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот как раз ваша больная, я в городе Якутске живу. Так. Так, отношусь я к первой поликлинике, но у нас врача нашего убрали, гериатра. Хорошо. Алло. Я предугадываю уже ваш вопрос. На должности заведующей сидит целый год. И нас оставили без терапевта, да? Ага. Вы меня слушаете? Да, я вас слушаю. Я поняла суть вашего вопроса. Для того, чтобы вам оказали помощь по ревматологии, в любом случае необходимо, чтобы связался врач-терапевт, потому что не может быть такого, что вы остались без врача. Ваш врач связывается с нами по номеру, могу сейчас его озвучить, 31 92 94 8 решетка. И с вашим врачом мы уже решаем, есть ли у вас показания для оказания специализированной ревматологической помощи. Ага. Так, вопрос вот Марии, да, из Вилюйска. В ее случае, конечно, необходимо начать обследование. Это минимум пройти рентгенограмму для исключения какой-либо травмы, трещины, перелома, сдать клинический минимум. И опять-таки необходимо, чтобы в дальнейшем уже обследовали опять-таки, после анализов мы уже определяем, к кому нужно обратиться, к травматологу, к ревматологу, потому что вот по таким признакам очень сложно сказать, что произошло у пациента. Необходим полный осмотр. Хорошо, обязательно, конечно, полный осмотр. 32 2066, 32 1166. Так, у нас еще два вопроса, Дакия Николаевна. Давайте послушаем наших телезрителей, радиослушателей. Пожалуйста, говорите, пожалуйста. Алло, здорово. Ага, здорово. Мен буланан первой группы инвалидпин, ревматоидный полиартритен. Это люди будут мрата. Это акласса ылбытым, оно тегерлыхпын хэби, оно вакцинага кипсияхпын хэпту ден. Вопростахпын, вон эти плазманы ылыхпын хэпту ден. Хорошо. По поводу акласта, это зелендроновая кислота назначается при остеопорозе. Вам нужно будет пройти денситометрию, это исследование на структуру костной ткани. И только после этого необходимо решить, есть ли у вас показания к данной терапии. По поводу вакцинации есть определенные на сегодняшний день показания по рекомендации Ассоциации ревматологов России. Данная вакцина пока не показана пациентам с аутоиммунными заболеваниями, в том числе с ревматоидным артритом, потому что необходимо собрать больше данных. Так, еще один телефонный звонок, послушаем. Алло. Алло. Да. Да, Истан, ага, говорите, пожалуйста.
Ona ağım birden devlette tuğ ettim. Bağlı akıllı aratta. Teröt tuğ ettim. Это попробуем сох, да? Отын ты вопрос гелерли тугу. Все, хорошо, мы вас поняли, да? Поняли, да. Так, ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, 32-00-66, 32-11-66. Если есть еще вопрос у нас в прямом эфире, то, пожалуйста, задайте до ухода на рекламную паузу. Алло. Нету, да, вопросов? Хорошо. Ну, так вот хотелось бы мне тогда, Евдокия Николаевна, такой вопрос. Все-таки каковы методы лечения, да, вот это все-таки ревматических заболеваний? Что, какие сейчас вот препаратные, наверное, больше применения, или каких еще, может быть, имеется сейчас? Говоря о лечении пациентов, это в каждой специализации, у каждого врача должен быть индивидуальный подход, потому что течение заболевания, оно варьируется от вашего организма, от причины патогенеза. Что по препаратам, которые используются в ревматологии, называть их новыми, наверное, все-таки нет, потому что они уже около 20 лет используются в ревматологии, в мировой практике, в российской практике. Это препараты генно-инженерной биологической терапии. Они оказывают очень мощное, хорошее влияние на уменьшение тяжелых осложнений, улучшают прогноз пациента. И данная терапия в том числе используется в нашей клинике, в нашем стационаре. И по показаниям мы начинаем данную терапию и ведем таких пациентов. Ну, наверное, может быть, еще раз напомним нашим телезрителям и радиослушателям, что вот вакцинироваться вот таким, да, пациентам с ревматическими заболеваниями пока еще рановато, да? Пока рано, но мы возлагаем большие надежды. Есть единичные случаи вакцинации пациентов с системными заболеваниями, ревматическими, и пациенты хорошо перенесли. Первую вакцину, вторую вакцину. Я сейчас говорю про Россию, про центральные города, да. И у них в том числе выработались хорошие иммуноглобулины G, коронавирусной инфекции. То есть это может прийти тоже все-таки или с тяжелыми, там, скажем, да, какими-то отклонениями? Ну, в любом случае мы говорим про системные аутоиммунные заболевания. То есть иммунитет пациента с нашей нозологией неизвестно, как отреагирует. Поэтому просим пока немножко подождать. И как только будут достоверные данные, приглашаем всех к вакцинации, но пока рано. Ага. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, сейчас мы уходим на рекламную паузу, потом вновь вернемся в нашу студию. Только напомню номера телефонов 32-00-66 и 32-11-66. Ну а сейчас рекламная пауза. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Напомню, у нас сегодня в студии врач-ревматолог клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Евдокия Николаевна Коротких. Сегодня наша тема это вот ревматические заболевания, поэтому все ваши вопросы мы готовы уже принять прямо сейчас в прямом эфире. Ну и телефоны 32-00-66 и 32-11-66. Ну, теперь, наверное, несколько слов все-таки, да, Евдокия Николаевна, вот о профилактике, да, вот как это можно сегодня с этим заболеванием бороться, как бы на стадии, да, вот на начальном периоде этой стадии. И вообще, когда необходимо уже посетить врача-ревматолога, и, ну, всегда ли вот эти заболевания бессимптомные? Вот, что можете сказать нашим телезрителям и радиослушателям? По поводу профилактики. Нет специфической профилактики. Есть основные методы, которые должен соблюдать каждый человек. Это вести здоровый образ жизни, избегать большого потребления неправильной пищи, контроль массы тела, вредные привычки. Нет конкретной специфической профилактики данных заболеваний, к сожалению. По поводу, когда нужно обратиться? Ну, скажу ряд симптомов. Да, это обязательно. Постоянная боль, которая... Постоянная боль в суставах, в мышцах. Это утренняя скованность в суставах. Это когда вы дотрагиваетесь до своего сустава, он у вас болезненный, припухший. Ну и, конечно, скажем так, большое количество, не буду их перечислять, это слабость, утомляемость и прочее, потому что в любом случае вы должны любить себя.
и выделять время для того, чтобы сходить к врачу. Вот, знаю по себе, довольно бывает сложно заняться собой. Я вас прошу, любите себя и в нужный момент обратитесь к врачу. Хорошо, у нас телефонные звонки, давайте послушаем Евдокия Николаевна. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хахалы итавында. Ит. Мен каным анализ нехаттоны кастакпын. Каным анализер ферритин ден элбак. 214. Оны вакциналыхпын септоде. Немножко не поняла, какой показатель крови у вас высокий. Ферритин? Ферритин 214. Ферритин – это, получается, сывороточное железо, скажем так. И по этому поводу, получить вам вакцину или нет, не могу сказать. Нужно больше данных, потому что нужен полный осмотр. Нет. Хорошо. Так, еще у нас один телефонный звонок. Алло. Потом одна разговаривать же. Да, пожалуйста, говорите. Ваш вопрос. Здравствуйте. 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 Алло, здравствуйте. Да, я слушаю вас, говорите. Ага. Это кто одновременно эхо какое-то? Ну, это у вас, наверное, там радиоприемник включен, поди, или что? Это кто одновременно эхо какое-то? Ну, пожалуйста, ваш вопрос. Время у нас мало. Я вот до этого говорила с вами, пожалуйста, мне телефон... Еще раз повторите давайте телефон. я повторю телефон еще раз. Хорошо, мы вас поняли, так? 31 92 94, внутренний номер 8, решетка. Так, хорошо. Так, еще один вопрос. Да, говорите, пожалуйста. Ага. Корибонер баттан афнашива ден звонлун. Мен балана эти артроз кен диагноз таппын хепте. Оны балана эти эйбалыга терба көрдөрө барар нарбырастыктан кайырбын эйенериматоид найбол батактен үппатти эти тоготин нигден. Заболевание артроз ныне называется также еще остеоартрит. Заболевание нозологии занимаются ревматологи. Ага. Хорошо. Ну что ж, вот, Евдокия Николаевна, еще один телефонный звонок, да? Алло. Алло. Нету. Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу. Вот скажите, а вот эти заболевания могут ли передаваться по наследству? И как возможно вот диагностироваться, да, и в случае подозрения вот на эти заболевания? Смотрите, ряд заболеваний ревматологических достоверно передаются по наследству. И если в вашем семейном анамнезе есть родственники, кровные родственники, у которых были те или иные заболевания ревматологические, нужно быть более бдительным. И опять-таки я всегда говорю своим пациентам, у которых есть дети, внуки, всегда вовремя направьте их к специалисту. Потому что самое главное в нашей ранней диагностике, в хорошем прогнозе, это вовремя обратиться к врачу. Хорошо, так, слушаем. Алло, в прямом эфире. Алло. Алло, да. Здорово. Здорово. Бой, мен арызда хейтен Егор Вьюзимистермен. Кеткен он асылаха кален олар манка турбап болабыта. Оны манна минеге токтапыт остроз ден диагноз турбуттара. Оны кандай направлениялар кайда хоряк бите хеби күндүгүндө iki группа инвалид автоотаста. Опять-таки, необходимо, чтобы ваши врачи, которые вас ведут, написали специальное направление по программе «Медведь», и вас должен проконсультировать. Вот у устных пациентов какой у нас маршрут? У устных пациенты, само собой, у вас нет ревматологов. Вас консультирует ревматолог в Республиканской больнице номер 1, медцентр города Якутска. Туда заявки подаются по программе «Медведь», которая заполняется вашим участковым врачом, фельдшером. Ответ приходит очень быстро. Так, еще один телефонный звонок. Алло, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Евдокия Николаевна, мне у вас вопрос. С 2014 года я страдаю ревматической полимиалгией. Так бы с 19-го мне поставили кисту Бейкера небольшого размера. Остеоартроз, смешанный остеопороз. Теперь у меня поставили вот недавно после МРТ умеренное скопление выпада по полости сустава. Очень страдаю. Мне назначили, 5 дней магнитотерапию и 8 процедур электрофореза. Скажите, пожалуйста, я могу это ковид пока получать или как? Еще раз повторяюсь пациентам, у вас ревматическая полимиалгия.
По основным показаниям на сегодняшний день прививку «Спутник-5» мы не рекомендуем пациентам с нашими заболеваниями. Нужно немножечко потерпеть и подождать больше данных. Угу. Так, еще вопрос есть, да? Алло? Говорите. Алло. Нету, да, вопроса? Так, ну, и теперь, вот, Евдокия Николаевна, что нужно знать? Давайте еще раз, может, схему, да, вот это вот пошаговая такая инструкция. Что нужно знать тем, кто желает госпитализироваться вот, в ваше отделение терапии, конечно? Есть определенный маршрут пациента, через который мы не можем перескочить. Всегда должна быть преемственность, потому что первичный осмотр пациента необходимо проводить на амбулаторном этапе. Это минимум клинический: кровь, моча, биохимия, рентгенограмма. И уже дальше ваш врач направляет на дальнейшее лечение, обследование. У устных пациентов это республиканская больница номер 1. У городские структуры через ваших врачей обращаются уже напрямую, могут к нам. Опять-таки по номеру 31 92 94 8 решетка. Прошу, чтобы звонили только сами врачи, поскольку с врачами мы можем обсудить те или иные нюансы, необходимые показания, опять-таки, есть или нет, и что нужно для госпитализации. Хорошо. Так, алло, у нас есть телефонный звонок. Говорите. Алло. Да-да. Да-да, говорите, пожалуйста. Ваш вопрос. У моего мужа ревматический артрит. После ковида с поражением 70% принимаем ферритин. Здравствуйте. Да-да, слушаю. Да-да, слушаем вас. У мужа ревматоидный артрит. После ковида с поражением 70% ферритин у нас больше 700. Не снижается. Принимаем ксарелта, разжижающая кровь, 10 миллиграммов один раз в день. Вопрос. Можно ли вместе с карелта принимать нестероидные противовоспалительные препараты? Да, с ксарелта можно принимать ряд нестероидных противовоспалительных препаратов, такие как ингибирующий СОК-1, в общем, Целебрекс, Аркоксия, скажем так. Такие препараты, они показаны, они не противопоказаны совместно с антикоагулянтами. Можете принимать. Хорошо. Так, слушаем. Алло. Алло. Да-да. Вот у меня уже год где-то левая рука не поднимается. И болит. Я тут ходила к невропатологу на осмотр, но она меня направила на рентген. И никаких препаратов, лекарств не назначила. А как могу я к вам подойти или как? Так, смотрите, если у вас сейчас есть болевой синдром, и вы ничего не получаете, само собой, вам нужно обезболиваться. Самым безопасным препаратом обезболивающим считается у нас парацетамол. Можно принимать до 3-4 таблеток в день. Обратиться ко мне можно в клинику Якутского научного центра. Также я там веду в том числе и платный прием. Номер телефона нашей клиники вы можете найти в Тугисе. Хорошо. Так, ну что, еще есть вопросы, да? Алло, нет пока вопросов. Ну что ж, вот скоро мы тоже уходим на рекламу. Вот несколько слов о планах, да, ну и пожелания нашим радиослушателям, телезрителям, пожалуйста. Евдокия Николаевна. Ну, учитывая, опять-таки, опыт пандемии, который произошел с нами в 2020 году, мы думаем об создании платформы, на которой можем вести онлайн-консультации пациентов, которых уже ведем долгое время, повторных пациентов. Особенно это актуально будет для дальних улусов, у которых нет возможности приехать на научную консультацию к врачу-ревматологу. Что бы я хотела пожелать? Я хочу пожелать всем нашим пациентам быть сильнее, быть счастливее, любить себя, не запускать те или иные моменты. Я хочу, чтобы все мы стали свободнее, чтобы мы боролись за свои права. И, пользуясь случаем, я бы хотела поздравить свой коллектив, клинику Якутского научного центра, с Днем науки, который празднуется традиционно в России 8 февраля. Вы у меня самые лучшие. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, вот действительно,
вот клиника Якутского научного центра, комплекс медицинских проблем вот последние годы особенно, да, вот активно работает, и, в общем-то, многие сегодня очень положительно отзываются о работе в целом клиники, в том числе и о вашем отделении, да. И вот, спасибо. Да, конечно. И я думаю, что вот, Евдокия Николаевна, вот говорят, что у нас в стране в целом, ну и в республике очень мало ревматологов. А что вы думаете по этому поводу? Ну, буквально вот около минутки. Ваше мнение. Действительно, у нас очень мало специалистов, но это связано прежде всего с тем, что у нас малое количество населения в городе Якутске и в республике, потому что количество специалистов определяется по тому, сколько проживает. И учитывая это, у нас вот такое количество специалистов проходит обучение. Вы сами закончили университет наш, да? Да, я сама закончила СУФУ в 2013 году, и потом в дальнейшем прошла обучение по ревматологии в городе Москва. Ну что ж, вам желаем успехов, Евдокия Николаевна, в вашей работе и всему вашему дружному небольшому коллективу клиники Якутского научного центра медицинских комплексных проблем. Ну что ж, на этом наши первые два блока подошли к концу. Ну а сейчас рекламная пауза. Уважаемые телезрители и радиослушатели, наша заключительная часть передачи «Якутск сегодня». В эти февральские дни Якутский музей имени Ярославского еще пока работает, скажем так. Известно, что в период пандемии музейщикам было непросто, как и многим, конечно, да, работникам различных отраслей. Вот как им сегодня живется, и в частности, что ожидает Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Мы сегодня тут переговорим с директором музея. Я думаю, что уважаемые телезрители, радиослушатели, тоже будут какие-то вопросы возникать в течение прямого эфира. У нас в студии Николай Дмитриевич Бугаев. Здравствуйте. Добрый день. Николай Добрый день, уважаемые слушатели и телезрители. Вначале хотелось бы затронуть год прошедший, 2020, как называют еще его пандемийный, связанный с ограничениями, и отсюда, конечно, вытекающие последствия. Николай, все-таки музей, да, в пандемийный год, как вам приходилось быть, как работать, что приходилось в период ограничений делать? Да, меня назначили в позапрошлом году, и следующий год уже у меня сразу пандемийный, да. Из огня в полымя, скажем так, попал. Да, конечно, это был очень для нас тяжелый год, но благодаря тем мерам, которые были приняты правительством, у нас по зарплате мы не потеряли, получили все свои деньги, скажем так, и по, скажем так, если сравнивать с малым бизнесом, то мы пострадали в меньшей степени. Но, конечно, с марта по июль музей был закрыт для посещения. Да. И в это время мы работали удаленно, начали работать. Я поступил в аспирантуру, например, если про себя говорить. Появилось время. Хорошо. Многие работники начали работать над книгами. И, конечно же, работали тоже по своей работе удаленно. Если мы планировали, что у нас будет посещение постоянной экспозиции 82 тысячи человек, то в прошлом году нам удалось эту цифру сделать до 51 434 человека. То есть где-то на 30 тысяч у нас упало посещение, но было сделано 133 выставочных проекта, сделали 80 виртуальных экскурсий, начали работать в виртуальной сфере. Виртуальные экскурсии появились у нас, онлайн-мероприятия и онлайн-лекции. Здесь, конечно, сперва у нас были проблемы в связи с тем, что у нас и материальная база была такая слабая по компьютерам. Сейчас она довольно-таки не отвечает всем требованиям, но пытаемся потихоньку ее модернизировать. И ушли, то есть, получается, в онлайн. Сейчас работаете в онлайне, да? Сейчас мы открылись, с июля мы открылись. У нас есть ограничения, конечно, до 5 человек. У нас группы набираем. Но сейчас работаем, даже если у нас идут детские мероприятия.
Вот, мастер-классы проходят. Сейчас вот работаем, скажем так, уже нормально. Ну, ограничения, конечно, есть. Это вот все должны быть в масках и вот в таком виде. Хорошо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, если есть какие-то вопросы у вас, да, пожалуйста, вот можете задать вот директору музея Николаю Дмитриевичу Бугаеву 32 2066 32 11 66. Поэтому звоните. Ну и теперь вот пока вот я сказал, что вот в эти дни февраля музей работает, что будет с 1 марта? Что ожидает музей вообще? Ну, планы у нас на 21 год. Планы какие у вас? Да, план посещаемости у нас стоит 84 тысячи человек. Мы уже надеемся, что у нас вот пандемийные мероприятия не пройдут, и музей наш будет работать. Вот, планируем провести 97 стационарных выставок, 49 выездных. Буквально завтра у нас открывается выставка «Анонс», посвященная 80-летию видного государственного деятеля Матвея Васильевича Мучина. Вот, 15 февраля состоится открытие выставки, посвященное столетию первого героя Советского Союза из якутов Федора Кузьмича Попова. В марте планируем сделать выставку, приуроченную к столетию комсомола Якутии. Здесь мы работаем вот с ветеранами комсомола. Очень большую помощь нам оказывает Рожина Зоя Васильевна. Вот. И с 1 марта по 4 апреля у нас будет первая выездная выставка за эти 2 года. Она пройдет в Музее истории города Хабаровска. Это будет о истории землепроходцев 17-18 века. Вот. Ну и продолжается наш цикл, посвященный столетию Якутской ССР. Это в марте будет у нас Момский улус, Еленский район, в апреле городской округ Жатай, в июле Алюкминские и Сунтарские улусы, в августе Жиганский, ну и так далее идут. Ну и теперь вот реконструкция, да, вот ремонт вашего исторического здания, музея краеведческого. Да, наш главный корпус, вы знаете, что начало корпуса строительства было с 1911 и достроили в 1924 году. Вот. И наш музей находится в этом здании с 1926 года. И представьте, вот за эти 100 лет не было ремонта фундамента, такого капитального ремонта большого не было. И уже с 2012 года у нас шли, скажем так, изменения, были подвижки какие-то. И вот это усилилось в 2019 году, когда у нас вот маячки начали уже разрушаться, и стена потихоньку начинает рушиться, потому что там очень большая влажность, вода стоит под домом. Вот. И в прошлом году, в 2019-2020 году научное учреждение Якут-ПНИИЗ сделало нам изыскания, по итогам которых было вердикт вышел, что дом у нас аварийный. Вот. И Госстройнадзор тоже в прошлом году смотрел и пришли к выводу, что дом аварийный и необходима реконструкция. И вообще надо уже спасать экспонаты, уже не говоря о том, что людей там у нас не должно быть. Вот. Но мы планировали, что весной мы закроем уже главный корпус. И вот буквально в январе, вот в последних числах января у нас пошли трещины уже в окнах. Получается, у нас стена начинает двигаться, и уже окна даже начали трескаться. Поэтому было принято решение с 1 марта главный корпус закрыть. Вот. Но музей сам не закрывается. Как с экспонатами? Там, куда вы, видимо, уже где-то отдельное помещение будете искать? Да, вот экспонатами у нас мы будем уже уплотнять наш пристрой. Сейчас уже идет работа по уплотнению пристроя. Вот. Переведем в наши филиалы, которые есть. Но у нас дело в том, что филиалы являются деревянными, и туда вот ценные экспонаты не отвезешь, потому что там есть ограничения по пожарной безопасности. Вот. И сейчас у нас самая главная задача – это финансирование на проектно-сметную документацию. Вот. Пока этот вопрос не решен, мы работаем с правительством. А какие источники финансирования? Источник должен быть государственный бюджет. Это примерно вот 10 миллионов рублей. Вот мы надеемся, что при корректировке нам эту сумму выделят. У вас там на сайте вот объявление, что вот пока не на определенный срок закрывается, да, музей? Да. Ну, вот проектно-сметная документация, она будет где-то 8-12 месяцев делаться, потому что у нас здание непростое, не типовое. И это здание, получается,
такого знаний в Якутске даже нет. Да. Поэтому здесь очень такая будет работа кропотливая идти. И после этого уже и речь идет, когда у нас проектно-сметная документация, мы уже можем участвовать в проектах, можно федеральных и других, чтобы вот сделать реконструкцию. Угу. Ну, а как вот ваши специалисты, как они вот в этот период ремонта, чем будут заниматься? Они будут работать, получается, по своим обязанностям, потому что у нас музей все равно не закроется. Вот. Угу. Но здесь, наверное, выйдет на то, что по смотрителям у нас может быть вопрос, потому что мы их переведем в другие наши филиалы. А вот если тоже вернуться вот к столетию, вот предстоящему столетию автономии нашей республики, вообще вот в планы что еще у вас есть? Вот после, скажем, уже реконструкции, капитального ремонта здания? Да, в плане... Дело в том, что у нас, например, есть дом-музей Ярославского, где вот жил сам Емельян Ярославский. Угу. Вот там, например, проходили вот еще до революции все вот эти подпольные мероприятия, подпольные кружки, куда посещали Аюнский, Амосов, Барахов, Аржаков, Степанов. И то есть сами стены, они уже... помнят даже то, что было до автономии, да? И как вот эти ученики Емельяна Ярославского, они потом стали лидерами нашей республики. Поэтому у нас вот эти мероприятия пройдут в наших филиалах в доме Амосова, в доме Ярославского и наших филиалах в музеях государственности. Так, вот у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Алло. Здорово. Так, Сахаре Россия кибиде 390 сылы болар. Ondan sebepten bu Rossiyaga Sahare'nin eydemlektik kildiren başçağına diri bir bahçeler canlar onlar ulhanımla lögey toyan diyen ki bah olta lögey toyanına müzeyge tuğma экспозиция оллар дөрен итага. Мактал, был по-русски деген. Так, один вопрос примемте, потом ответим, да? Алло. Алло. Да. Добрый день. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Да? Ага, можно, покороче, будьте добры. Интересно то, что вот сейчас такая передача идет накануне вообще важной даты республики, столетия автономии, так? Угу. Вот музей – это лицо истории. Да. И то, что человек молодой возглавляет серьезный комплекс музейный, это вселяет уверенность, что он получит во всех своих начинаниях поддержку. Очень срочно надо изыскать в бюджете республики финансовые средства на то, чтобы и проектная документация была своевременно оплачена. Хорошо, спасибо вам за слова, пожелания, да? Игорь Ильич, пожалуйста, буквально очень коротко. На первый, второй вопрос. Бастыгы вопрос, это бегиха, Черкаха, филиал Бытыгар, Россия, Якутия, Форпост России. Ну что ж, хорошо. Мы на этом наша передача «Якут сегодня» подошла к концу. Всего доброго, до свидания.